Приветствую зрителей нашего интернет-проекта «Достук Дастархан» Дома дружбы Карагандинской области. Сегодня у нас в гостях представители общественного объединения «Казачья вольница» Маловик Владимир Михайлович и Курина Татьяна Владимировна. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что мы будем сегодня готовить? Мы сегодня будем готовить фаршированную рыбу. Ой, обожаю. Да, легкую закусочный салат, такой легкий закусочный салат, так скажем, да. Ну и засервируем стол. Отлично. Все, тогда с чего мы начинаем? Мы начнем именно с того, чем мы будем фаршировать рыбу, да, так скажем. Мы займемся тушением капусты. Капуста у нас уже в процессе идет, так скажем, да, мы ее немножко подтушили. Сейчас поставили мы ее немножко на паузу. Сейчас мы будем заниматься морковкой и луком. Нашинкуем лук, натрем морковку и добавим в капусту. Это все идет в начинку, да? Да, и дотушим до конца, доведем до готовности. Угу, отлично, супер. Все, вам чем-то помочь нам? Или мы пока мы можем мучить Владимира Михайловича, да. Все-таки вот какое место сейчас вот казачество, что для вас казачество и какое место оно занимает сейчас в Казахстане? Для меня казачество это уже стало неотъемлемой частью моей жизни. Занимает довольно-таки приличное время. И для жизни Казахстана, по большей части казачество занимает именно как благотворительность. И мероприятия проводим культурные, так сказать, культурно-массовые, такие как Масленица. Это замечательное мероприятие, кстати говоря. Многие в нем участвуют. Полная концертная программа у нас там идет. Потом Новый год мы детей особенных поздравляем. Тоже ездим по квартирам, там подарки. То есть благотворительностью занимаетесь? Да, благотворительностью. Также участвуем в фестивалях республиканских, международных. Недавно посетили «Играй гармонию». Ой, как отлично. Ездили в Новосибирскую область. Кто играл на гармонии? Миша у нас есть солист, он и гармонист. Ага. В последнее время у нас раньше мы минусовки использовали, а сейчас уже отходим от минусов, переходим больше к инструменталу, так сказать. У нас уже и барабанщика. Ой, супер, прям и так далее. Полный комплект. Да, развиваемся. Расскажите, все равно, есть же какие-то традиции, обычаи именно казаков, которые вы пытаетесь сейчас сохранить, как-то соблюдать? Традиции, обычаи в основном, они перекликаются с многими другими народами, но это в первую очередь уважение к старшим. Семья. Такие традиционные ценности. Традиционные ценности, да. Именно почитание гостя как такового. У казаков оно стоит на первом месте, по большому счету. И сиздревле было, когда человек приходит в станицу там куда-нибудь, его обязательно за лучшее место усаживают, кормят, лучшее место для сна, для отдыха. Слушайте, это с казахами прям похоже. Мы казаки и казахи, они между собой схожи. Это все очень сильно перекликается. И очень тоже обширная совместная история. Поэтому как-то так. Что для вас быть казаком сегодня? Сегодня, на сегодняшний день, как вы
считаете, вы представляете, допустим, хорошо, там, как казачья вольница, да, а вот есть какие-то, допустим, принципы, есть, например, может быть, какие-то традиции, даже которые дома неукоснительно соблюдаются, именно вот это накладывает то, что вы казак. Ну, есть такой момент, что у казаков ни одно дело без благословения родителей не проходит. Вот. Любое начало надо обязательно интересоваться у родителей и просить У у них старших благословения, да. на это дело. Если оно дается, то ты уже с чистой совестью и идешь и занимаешься, так сказать. Пока мы тут разговаривали, у Татьяны Владимировны, я смотрю, уже процесс полным ходом идет. Мы уже, получается, добавили в начинку, говорю, как будто это мы все вместе сделали, да? В капусту добавили уже морковку, лук. Да, пошинкованный. Да, Теперь все это тушится, да? Мы дотушиваем сейчас это дело, да, это все вот в процессе немножко, еще осталось по времени. Там, Специи по вкусу добавляются, да? Просто да, соль, так перец? Как у казаков, в принципе, раньше не было таких изысканных специй, да, так скажем. Просто добавляется лук, добавляется перец, а перец, в принципе, в казачьей кухне, перец, он имел место быть не одного вида, а нескольких. И, да, и они очень любили перченые блюда, в принципе. И что хочу сказать, что тоже, мы читаем историю, да, узнаем, хочется узнать ближе. Вот это, наверное, приправа 5 перцев. Это, наверное, от казаков возможно, потому что даже вот изучая кухню, да, казацкую, читала я, что даже кухня русская, кухня украинская, казаки, они более туда были, в славянскую, да, кухню, они еще не употребляли перец в пищу, когда вот начали это делать первые казаки. То есть это казаки больше научили, наверное, с их подачи уже вот эти вот кухни, взяли много вот перечных ассортиментов специй, так скажем. Вот. А так вообще любили очень, конечно, приперчить, горчинку, перчинку, конечно. Чтобы так любили. Кровь горячая кипит. Да, это было обязательно. Чтобы поострее, чтобы были эмоции. Ну и вот сейчас капуста нам осталось минут 5 буквально, и я сейчас пока займусь рыбой. То есть я ее сейчас промочу салфеточками, я ее немножко просушу, я ее немножко натру солью, перцем, специей, рыбной специей. Вот. Здесь сейчас в наше время мы это можем уже себе можем это позволить, да. Вот. И потом немножко подостынет капуста, и мы будем фаршировать. Все, пока отлично. я займусь рыбкой. Отлично. А вот скажите, пока мы от еды не отошли далеко, какие традиционные блюда у казаков? Традиция, как в основном, они любили что? Они любили похлебку. Похлебка это было самое главное, да, там кулеш, каша, тоже это было самое главное, пшено, пшеница, да, вот это была неотъемлемая часть. Кругляки, пироги к чаю. Кругляки это вообще было Я тоже люблю такое. кругляки, я тоже казак. Да, это самое простое, что это бралось любое тесто, какое было под рукой, которое быстро замешивалось. Это любое мясо, потому что у казаков всегда было мясо, потому что они охотники, они кочевники. То есть это дичь любая, это баранина, это свинина, это любое мясо. Они ели любое мясо. Вот, поэтому у них всегда было какое-то мясо на столе. Любое мясо бралось, закладывалось, накрывалось, опять же, другим слоем теста, в духовку, в печь, так скажем, духовка это сейчас, раньше это печи. Да. Вот, в печи, и, в принципе, все. А так, конечно, они любили, что похлебки, это было самое главное. Похлебки делались как а-ля борщ. Не а-ля борщ, он так и назывался борщ, но он был не на основе капусты, а основа была свекла и обязательно какие-то бобовые. Вот такой был борщ. Почему называлась похлебка? Опять же, потому что ее разваривали, крупу какую-то обязательно добавлялась, в любую похлебку добавлялась крупа, и она разваривалась. Разваривали мясо, разваривали крупу. И это было насыщенно, это было густое. Сытно, да, в общем, на целый день такое. Да, это было очень сытно. То есть, опять же, повторюсь, почему казаки, это были воины, они очень именно часто много ходили в сил, походы, надолго. Да. И вот похлебка это была неотъемлемая часть, каждодневная, чем они питались. Что теперь мы делаем? Мы рыбку немножко приправили, да, соль, перец, специями, как я до этого проговорила. Выложили капусту, чтобы она немножко подостыла, потому что именно ей мы будем фаршировать нашу рыбку. Я пока тем временем подготовлю разнос, да, куда я буду это все укладывать, рыбу, в чем мы будем запекать, фольгу подготовлю и подготовлю нитку с иголкой, потому что мы ее зафаршируем и нужно будет ее зашить. Вот по поводу передачи традиций от взрослых к детям, как у вас обстоит? То есть есть ли какие-то моменты, в которые вы
используете при воспитании детей? Ну, для воспитания детей я просто на своем примере, памятуя ситуацию, что мы были относительно недавно в Новосибирске на «Играй гармонию», и вот там коллектив казачий, и наблюдает, вот у меня пацан, 3 года, бегает с шашкой с деревянной, джигитовка там пытается, и руку что-то махать, он подходит, как ты, говорит, у тебя там получилось? Я вот 3 года это еще 3 маленький. года. Да. Я пытаюсь, ну, у него постарше сын, я, говорит, ему пытаюсь привить это все, как-то навязывает, образно выражаясь, а он это отторгает. Я говорю, просто на своем примере. Я его с собой везде таскаю, Он все ему это деваться видит. некуда, он все это видит и просто за мной повторяет. Вот только так. Рыбу мы уже зафаршировали, поставили в духовку. Я теперь знаю, как ставить рыбу, чтобы она пропекалась со всех сторон. Чтобы она плыла просто в духовке. Вы тоже это увидели. И, наверное, что у нас дальше теперь по плану? Салат? Да, сейчас сделаем легкий закусочный салатик. Это что туда входит? Какие ингредиенты? Просто овощи, элементарные Просто овощи. овощи. Это да, огурцы, помидоры. Нарежем, лучок замаринуем. То есть это идет немножко такой маринованный, легкий облегченный салатик, закуска к рыбке. Угу, хорошо. Все, тогда приступаем, потому что прям уже не терпится. Скоро рыба уже будет готова и хочется прям попробовать. Но вот я заметила, что кухня на самом деле простая, да, то есть простые доступные ингредиенты. Да, конечно. Все, что можно, в принципе, всегда найти в холодильнике. Да, конечно, да. Это, опять же, повторюсь, почему? Потому что это кочевники были, походы, кочевые люди, так скажем, да, все, что там росло в лесу, это собиралось и готовилось, там, это дикие деревья, да, там где-то какие-то что там, ягоды, смородины, лесные, да, и так далее, да? там разная ягода, разные грибы, то есть это дичь, это, ну вот, все, что, ну, в основном, конечно, самый уклон, наверное, был все-таки на рыбу. Рыба, раки, очень много блюд, это студни делали, это тоже была неотъемлемая часть, то есть студни с рыбой, это тоже было всегда. Вот я, кстати, заметила, что у вас тут домашние черри, да, помидорки, то есть занимаетесь огородом. Да, конечно, у нас у атамана свой дом, очень большой огород. Вот, это, собственно, у атамана с огорода. А, да, ничего себе, это атаманские помидорки черри. Это прям стоит попробовать. Да, и выращивать тоже, конечно, все, и огурцы, и помидоры, и зелень, петрушка, вот это тоже все с огорода, конечно, да. Всегда это к столу подается. Супер, супер вообще. Я люблю все домашнее. Я помню, у нас в детстве было у бабушки 2 дачи. Вот единственное, что я не люблю выращивать, я люблю домашнее, но не люблю выращивать, потому что на 2 дачах, да, пахали мы, внуки. Я вот до сих пор вспоминаю, думаю, вот я вот буду покупать домашнее, но вот выращивать, мне кажется, может быть, когда-то. Это труд, конечно, но когда Это ты труд. срываешь, это же вкуснее. Но вкуснее Это же гораздо намного. вкуснее, чем покупное. Вкуснее намного, это точно.
пока у нас рыбка уже подходит, практически уже все готово, у меня остался еще такой вопрос про детей. Вот все-таки я знаю, что вот дети цветы жизни, да, и я знаю, что у вас в казачьей вольнице есть младшая группа. Чем они занимаются? Ну, младшая группа у нас занимается также песнями, танцами, фанкировкой. Ходят и нагайками, и шашками занимаются. А в воскресенье вот у нас проходят репетиции основные, детские, там и хоровая репетиция идет, и танцевальная. И также выступают на сцене вместе с нами и отдельно, самостоятельно. Тоже на всех площадках. То есть все это видят, впитывают все с детства, да, и следуют традициям. Да. Да, и еще могу дополнить, да, немножко. На «Играй гармонии» нам подарили гармошку маленькую, ну, она настоящая, тульская гармошка. И ничего себе. детки сейчас также вот осваивают инструменты, да, то есть они еще, помимо этого, они еще и у нас и инструментами занимаются. Замечательно. Все у нас готово. И посмотрите, какой стол. Просто даже жалко портить эту картину, но попробовать тоже очень хочется, потому что уже слюнки текут. И я пользуюсь правом, да, такая. Ой, какая она такая прям красивая и сочная. И горячая, да? Сочная, горячая. Сейчас мы будем пробовать. Слушайте, как это вкусно. Она прям пропиталась вот этим всем, чем была нафарширована. Но теперь буду готовить только так. Спасибо большое за этот рецепт. Это просто вот прям очень вкусно. От вас хочется пожелания нашей любимой ассамблеи, нашему любимому Казахстану. Процветания Казахстана, процветания ассамблеи, мирного неба в первую очередь, счастья, улыбок народу нашему, побольше детского звонкого смеха. Когда есть детский звонкий смех, значит все хорошо. Добра и мирного неба над головой. Сегодня мы готовили казачью кухню вместе с представителями общественного объединения «Казачья вольница». Пусть всегда нас объединяет такой Достык Дастархан, а вы подписывайтесь на наш канал Достык Уе Карагандинской области.